У памятника российским миротворцам на Сухумской набережной 21 июня всегда многолюдно. Сюда несут цветы и вспоминают погибших российских военных в ходе миротворческой операции. Минута молчания в память о тех, кто долгие годы помогал сохранить мир на абхазской земле. К мемориалу пришли военнослужащие абхазской армии и 7-й военной базы, представители министерств и ведомств, депутаты парламента, общественность, представители российского посольства и Россотрудничества в Абхазии. Миротворцы как раз-таки являются той силой, которая помогает снизить накал страстей и снизить вот эту вот напряженность и в конечном итоге войти в мирное русло. Поэтому я так думаю, что, скажем так, недооценить или переоценить роль миротворцев, но это невозможно. То есть это даже словами не описать. Миротворческие силы по поддержанию мира были введены в зону грузино-абхазского конфликта согласно Московскому соглашению от 1994 года. За это решение единогласно проголосовали руководители Содружества независимых государств. Московское соглашение о прекращении огня и разъединении сил закрепило обязательство Абхазии и Грузии отказаться от применения силы или угрозы ее применения против друг друга. Однако Грузия не раз нарушала пункты договора, проводила диверсии на территории Абхазии в послевоенное время. В результате погибали и получали ранения как военнослужащие, так и мирные жители. В ходе миротворческой операции в Абхазии погибли более 100 военных. Российские миротворцы оставались на своих базах до тех пор, пока одна из сторон не высказалась за прекращение миротворческой операции. А случилось это после событий августа 2008 года в Южной Осетии, когда Грузия начала бомбить мирный Цхинвал. Тогда Тбилиси не дал своего согласия на продление мандата миротворческой операции. Официальная деятельность миротворческого контингента была прекращена с 1 сентября 2008 года. В памяти абхазского народа всегда будут жить имена миротворцев ценой жизни, отстоявших мир и покой наших граждан. И хотя миротворческая миссия прекращена, согласно договору между Абхазией и Россией, в республике продолжают нести службу российские военнослужащие. Гугуца Вардания, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.